Наш эфир продолжают новости из студии «На открытом воздухе». Это News on Air, и я его ведущая Надежда Саханская. В этом выпуске мы расскажем о том, что происходит в республике. Наши корреспонденты поведают об активном отдыхе на свежем воздухе. Мы поговорим о подготовке к столетию образования Якутской ССР и, конечно, покажем кадры необъятной республики. Начнем наш выпуск с освещения спортивной темы. 4-й чемпионат мира по масс-рестлингу пройдет в Якутии уже этим летом. Участие подтвердили 104 спортсмена из 15 стран. Как ранее отметил глава Якутии Айсан Николаев, чемпионат состоится в рамках празднования столетия ЯССР в целях дальнейшего развития и популяризации национальных видов спорта. Накануне состоялся оргкомитет по подготовке и проведению спортивного мероприятия с участием Международной, Всероссийской и Республиканской Федерации масс-рестлинга. Соревнования пройдут в Центре спортивной подготовки «Триумф». Финал абсолютного первенства состоится в местности Усть-Хатын во время празднования Эсеха Тоймады. Тем временем в Якутии в рамках 2-го молодежного фестиваля «Муусустар» стартовал медиаконкурс «Муус-медиа». Конкурс проводится по 2 направлениям – журналистика и блогерство. Журналистам необходимо будет сформировать команду из 3 человек и принять участие в медиатоне, который пройдет 24 марта в республиканском медиацентре «Саха-медиа». Блогерам же нужно будет создать видеоролик для выбранной платформы на тему «Креативное освещение фестиваля «Муусустар». Конкурс призван поддержать молодых и талантливых журналистов и блогеров, а также развивать их творческий потенциал. Тем временем из местности Чубукулах, находящегося на территории Сыкырырского наследия Вена-Батантайского района, стартовал перегон оленей. Несколько дней до этого шла королизация. Олени, как оказалось, очень упрямые и своенравные животные, поэтому путь длиться будет долго, чем ожидали участники. Перегон займет более 2 недель, расстояние составляет около 600 километров. В перегоне также примет участие студия документальных фильмов «Кюн Оголоро», чтобы запечатлеть редкое в наше время событие. По расстоянию, маршрута и количеству оленей похожие перегоны совершались лишь в советское время. В современной истории нашей республики впервые. Свой путь оленеводы посвящают столетию образования Якутской ССР. Однако перегон оленей не единственное мероприятие в подготовке по празднованию столетия республики. К вековому юбилею якутской автономии местные предприниматели запустили линейку уникальных товаров. Как изготавливают отдельную праздничную упаковку, как якутские предприниматели решили удивить своих земляков и, самое главное, в чем заключается уникальность этих самых товаров, расскажет наша коллега Валерия Наумова. Эксклюзивной продукцией местные товаропроизводители делают свой вклад в мероприятие к грядущему празднованию столетия образования якутской автономии. Например, компания «Саха-чай» представляет линейку продукции, ориентированную не только на регионального, но и федерального потребителя. А к столетию ЯССР «Саха-чай» выпускает отдельную брендированную линейку товаров со специально разработанным дизайном. Вот, например, мы вот так создали набор, и тут полностью все, что здесь находится, это все полностью наше местное, конечно, наш чай, местный шоколад, который здесь полностью делается с использованием наших местных ягод, наш мед, варенье брусничное. И также мы положили, например, вот чай Ухту, это вот знак, чтобы пробудились именно национальный дух, культурное наследие, именно вот знак воссоединения, вообще именно в знак столетия ЯССР. Все предприниматели отмечают важность юбилейной даты. Столетие образования Якутской автономной республики станет крупным национальным, духовным и политическим событием. Наши великие сыны нашего народа, они в этот день, в этот год основали 100 лет назад нашу автономию, нашу автономную республику, где мы стали свободной республикой, имеющей свою конституцию, свои законы. И это, я считаю, самое важное мероприятие, самый важный юбилей для нашей республики. И мы должны это помнить, и наше подрастающее поколение об этом должно помнить. И для этого мы сегодня работаем, чтобы у нас имелась продукция компании, да, на тему столетия образования Якутской АССР. Среди производителей республиканской продукции есть и мастера, которые к знаменательной дате представили авторские сувениры. Компания, специализирующаяся на уникальных украшениях Golden Code, представила комплект, состоящий из серебряного значка и открытки.
Наш коллекционный знак, а это серебро, значок серебра 925 пробы с видеооткрыткой, будет хорошим подарком для всех жителей республики. Особенно для тружеников Якутской социалистической республики. Нам досталось большое наследие, которое мы должны продолжить и передать молодому поколению. Помимо нашего серебряного значка, можно приобрести подарок видеооткрытку и навести камерой на открытку, и можно посмотреть уникальное видео про нашу республику. Стоит отметить, что брендированная продукция имеет большой спрос среди населения. Так, рекламно-издательский центр начал принимать заказы на изготовление продукции, посвященной столетию образования ЯССР, с августа прошлого года. Так, для информирования каждого жителя республики о праздновании столетия образования Якутской ССР был выпущен брендбук, цель которого – распространение информации об этой знаменательной дате. В праздновании столетия образования Якутской ССР наша компания по заказу изготовила сувенирную, печатную продукцию, наружную рекламу, а также наградные значки. Таким образом, каждый предприниматель старается внести свой вклад в празднование образования якутской автономии, который состоится уже совсем скоро. Валерия Наумова, Григорий Охлопков, Якутск. Продолжим праздничную тему и переместимся в Южную Якутию. Фестиваль моды и таланта вновь собрал ценителей красоты. В Нерюнгре стартовал конкурс «Саха Якутия Бьюти-2022». О эксклюзивных показах и концертных номерах расскажут наши коллеги. 23 участника, 5 возрастных категорий и конкурсы «Мисс Якутская красавица» и «Мистер Саха Якутия». Это уже второй фестиваль красоты, который проводится в Нерюнгре с участием звезд российского шоу-бизнеса. Первый день проведения конкурса на сцене Центра культуры и духовности участники боролись за звание победителей в разных номинациях – Little, Mini, Teen, Young, Miss, Mrs. и Мистер. Очень радует, что люди больше узнают о нашем конкурсе, о нашем фестивале. Конечно, в связи с пандемией мы это все делали в ускоренном темпе. Многие не знали о том, что проходит конкурс и будет проходить. Но вот как получилось. Ну, получилось очень достойно, очень красиво. Я как организатор, режиссер-постановщик довольна. На 5 с плюсом. Программу второго дня украсили выступления детского театра моды города Нерюнгри, дэнс-шоу группы «Экзотика» и гостей, которые приехали поддержать наших участниц. В угольной столице Саха-Якутии есть много красивых людей с прекрасным вкусом, которые демонстрируют сегодня и вчера демонстрируют национальный орнамент, национальный колорит, национальный костюм, талант и культуру, которую мы обожаем. Вся Якутия очень теплая. Говорят, что она холодная, на самом деле она очень-очень теплая, потому что люди отличаются от тех людей, которые сейчас озлобленные, уставшие, бессильные, а здесь какая-то другая жизнь, другая природа, и все это становится независимо от того, какая температура на улице, очень теплой. Группы «Технологии и комбинация» выступили с известными хитами «Бухгалтер», «Два кусочка колбаски», «Американ Бой», «Странные танцы». Организаторы конкурса обещают, что в будущем фестивали красоты будут продолжены и будут собирать все больше участников и гостей. Ирина Жданова, Сергей Козюра, Нерюнгри. В эти весенние дни жители горного района больше времени проводят в природном парке Сины. Он расположен в бассейне реки Синия на Приленском плато и охватывает собой территорию южной части Лено-Вилюйского междуречья. Любители экстрима в этом году имеют возможность понаблюдать на бизонов, выпущенных из питомника Тымпынай на прилежащую территорию природного парка. Природа бассейна Синий живописна, животный и растительный мир богат и разнообразен. На протяжении десятков километров тянутся чудесные скальные берега под названием Синские столбы высотой до 70-100 метров, образуя фигуры самых замысловатых форм. Здесь наблюдается удивительное сочетание изумительных по красоте мест, создающих сказочные картины природы. Также для любителей активного отдыха предоставляется подледная рыбалка. Тут вам максимум впечатлений и рыбацких баек. В
завершение рыбалки любители активного отдыха отправляются на природу и на подледную рыбалку. В республике много видов. Например, мунха – это подледная рыбалка на карася, что в переводе на русский означает невод. Приготовления к такому мероприятию идут заранее, а сам процесс превращается в праздник, куда вовлекается почти все население деревни. Так, недавно на озере Юрюнкель прошла национальная подледная рыбалка мунха. Взрослые каждый год обучают школьников навыкам подледной добычи рыбы. Рассказывают, как и для чего нужны те или иные приспособления. В этом году толщина льда в среднем составляет 1 метр 70 сантиметров. Все, кто пришел на рыбалку, получили свою долю. Одной из главных задач подледной рыбалки – оснащение озера воздухом для сохранения экологического баланса водоема. Предлагаем посмотреть на кадры, снятые на открытом воздухе. К этой минуте у меня все. Мы продолжим говорить о новостях на телеканале Якутия-24. Оставайтесь с нами.